эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Он также добавил, что если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. Московская биржа пересмотрела оценку доли акций компании «Газпром» в свободном обращении и увеличила значение показателя с 46 до 50%. При этом вес акций компании не будет повышен в связи с увеличением доли в свободном обращении, так как в настоящее время составляет 15% в основных индексах Мосбиржи и является максимальным. Новое значение данного показателя будет учитываться в индексах с ближайшего планового пересмотра с 20 марта текущего года. Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 миллионов рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, нулевая ставка по НДПИ в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 2013 года по 2017 год для новых нефтяных провинций Восточной Арктики. Предусмотрены также льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Программу социально-экономического развития арктической зоны России до 2025 года внесут в правительство на рассмотрение до 20 апреля. Программа будет содержать вопросы строительства социальных объектов, детских садов, школ, развития связи и телекоммуникаций, а также создание условий для развития базовых традиционных отраслей коренных малочисленных народов Севера – оленеводства, рыболовства, охоты. Напомним, что в состав арктической зоны Российской Федерации входят 13 районов Якутии. Это Абыйский, Алаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, а также Момский, Оленевский, Среднеколымский, Устьянский и Эвено-Бутантайский районы. Научно-образовательный центр создадут в Якутии. Он объединит усилия нескольких регионов. Власти Якутии привлекут к сотрудничеству ВНОС ученых и представителей бизнеса. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Сейчас Якутия работает над заявкой на создание в регионе НОЦ мирового уровня. Предполагается, что центр будет совместным для 4 регионов Дальнего Востока – Якутии, Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Отметим, что если заявка Якутии на создание НОЦ мирового уровня не будет одобрена, проект будет реализован на региональном уровне. Компания «Григори» стала новым резидентом ТОР «Индустриальный парк Кангаласы». Она организует в ювелирно-гранильном кластере CBM цех по огранке алмазного сырья. Предприятие было создано в 2013 году и со дня образования является постоянным клиентом «Алроса», а также участником международных аукционов по продаже природных алмазов. Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и экспорта продукции компания «Григори» планирует наладить взаимовыгодное сотрудничество с ювелирами из Китая и выстроить деловые отношения с компаниями из США и Ближнего Востока, где имеется высокий спрос на крупные бриллианты. Новое здание детского сада на 50 мест ведут в селе Жилинда Оленёкского района Якутии в этом году. На строительство объекта направят 62 миллиона рублей, из них 57 миллионов по федеральной программе «Устойчивое развитие села». Это были все новости экономики к этому часу. До встречи в следующих эфирах.